bir hamır yendişi юбилера salamlama Канаш районенчи тизеши тремер. Она и bir kullenихи пунышра сылылых, ырлых творчествора она жезем сунат. Халивара тишинзай земер ендешсе мушканра шепеш Юра салами. Юбилея чебезеле чунчелерин саламлар. Возможности можно? Спасибо. Баян Чуваш патшалық мер музейінде. Чуваш халқын тавативешлер умері жүр. Шетпен шой тудармені жебе халқын ұрабар ұшар. Юрий Винальевич Винальев, Камп. Чынақта сувар халқын патвар качы. Тавативешлер качы. Осчах, күнерші, коллекционер, история. Уже миже книги глаза тепчевши. Он день был, наверное, искусствоведцем Баян Николаевич, а Роман Николаевич Шамбек Чуваш Енне, Юрагань, Умержизе, Иван Шельмазгин, Емесенья, Ильи Юра, Силя Служа, Венедик Умержизе, Салава. Дорогие друзья, сегодня в залах Чувашского государственного художественного музея мы открываем выставку, посвященную 70-летию юбилею заслуженного художника Чувашской республики Ювенальева Юрия Ювенальевича. Несмотря на праздничный, после 8 марта вообще мужчинам очень тяжело. Вы сами понимаете, что не шуточное это дело после всех таких напряженных дел, связанных с поздравлением самой лучшей половины человечества, собраться в таком огромном коллективе в залах художественного музея. Это говорит о многом. Действительно, разные выставки проходят в музее и с разным количеством посетителей.
сегодня столько друзей Юрия Геннадьевича собралось в этих залах, что очень приятно это осознавать. Это действительно говорит о том, что Юрий Геннадьевич человек очень глубокой души, тонкого сердца, открытый, чуткий, внимательный. И внимательный он во всех отношениях. Даже в своих произведениях Юрий Геннадьевич настолько внимателен к деталям, которые порой в ценности, в погоне за ценностью изображения, многие художники просто говорят. Каждая веточка на дереве имеет свое отношение к произведению. То есть он пишет детали, умеет эти детали объединять в единое целое. Все произведения вначале видишь общую картину. Чем ближе подходишь к картине, начинаешь всматриваться в детали. Это высокое искусство. Потому что всегда существует опасность, когда начинаешь писать детали, картина пропадает, общее настроение исчезает. А здесь нет. Здесь произведение, несмотря на детальную проработку, оно не уходит в такое гиперреалистическое такое звучание. Наоборот, оно приобретает такое цельное раскрытие природы. Действительно, произведения Юрия Геннадьевича они трогают, хотя композиционно они совершенно не замысловатые. Казалось бы, что может быть? Деревья, цветущая сирень. Все такое обычное, мимо которого мы так просто маршируя проходим очень часто. А он это изображает в своих произведениях. И как изображает, это действительно говорит о многом. Потрясающий художник, замечательный друг, исследователь, коллекционер. Им созданы очень многие произведения, не только живописного ряда, но и книг печатания. Потому что вот скоро, я знаю, открою маленький секрет, готовится ими еще одна книга публикации, скоро она выйдет в свет. И здесь действительно в своих исследованиях Юрий Геннадьевич обращается к теме этноса. Кто мы? Чуваши, Сувары, Сабиры, Хуриты. Так кто же мы на самом деле? Откуда берет начало наш этнос? Сувары. И изучая эти темы, непростые темы, неоднозначные темы, которые, в общем-то, иногда находят не самое лучшее отражение в статьях многих публицистов. То есть иногда нас критикуют, иногда говорят, этого быть не может, потому что ну, история – дело такое. И то, чем занимается Юрий Геннадьевич, это достойно абсолютно уважения. Я как художник, я как поборник суварских традиций хочу сказать, Юрий Геннадьевич, молодец. В своих трудах пытаешься дойти до истины. Хотя истина где-то рядом, и вы это знаете. Но сегодня мы чествуем Юрия Геннадьевича живописца. Мы будем сегодня говорить о его качествах художника. К великому сожалению, на открытие выставки не смог подъехать министр культуры, но по его поручению я сейчас зачитаю приветственный адрес. Уважаемый Юрий Геннадьевич, примите самые искренние поздравления и добрые пожелания с знаменательной датой вашей жизни, 70-летним со дня рождения и открытия юбилейной выставки. За плечами у вас большая жизнь, отмеченная беззаветным служением культуре. Ваше удивительно целостное и эмоционально насыщенное творчество занимает достойное место в изобразительном искусстве чувашского народа. Многочисленные произведения, выполненные вами с большим мастерством, является итогом огромного труда, упорства, безграничной любви и преданности своему делу. Ваши многочисленные проекты, реализованные в учреждениях культуры республики, наполнены любовью к родному краю, уважением к наследию предков и представляют собой уникальный пример дизайнерских решений. Ваш творческий путь является достойным примером неустанного служения художника своей родине и народу.
глубоко признателен вам за верность, призвание, вдохновенный труд и бессонный вклад в развитие культуры Чувашской Республики. Желаю вам, уважаемый Юрий Геннадьевич, крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и творческого долголетия. Министр культуры, культурных ценностей и архивного музея Чувашской Республики Константин Геннадьевич Ярков. Министерство культуры в адрес Юрия Геннадьевича и Геннадия Цветова. Юрий Геннадьевич является членом Союза художников Чувашской Республики. Я сейчас хочу предоставить слово отчетному председателю Союза художников Чувашии, народному художнику России, действительному члену Российской академии художеств Федорову Валерию Федоровичу. Высочайшим удовлетворением выражаю свою признательность, благодарность автору этой выставки. Кратко говоря, дедушке Юрию, своей семьей, которые действительно преподнесли этот прекрасный день нам праздник. Это праздник действительно. Люди заняты выборами. Министр культуры некогда говорит, не постраивать даже посредника. А мы с вами вот испытываем вот это же торжество весны, прекрасной погоды, благодаря художникам, которые предоставили нам такую красивую экспозицию. Говоря о Геннадьевиче, может много. Геннадий Васильевич уже доложил вам краткую биографию. Но я хочу сказать, он пришел вот этот мир искусства не случайно. Разваливалась страна, она развалилась. Вот это было ощущение такой молодых талантов, устремляться к чему-то, к новому поиску. И вот Юрий Геннадьевич, оканчивая художественный факультет, устремился головой, мыслями вот этот новый мир, мир искусства. Сначала он определился как дизайнер. Надо сказать при этом, успехи были колоссальные. Он и возглавлял проектную организацию свою собственную. Тогда право собственности уже было, может зарегистрироваться. И он создал ряд удивительных проектов нашей республики и за пределами, посвященных разным событиям и личностям. Чувашский национальный музей, музей космонавтики, музей Константина Иванова. Я могу перечислить более 10. И они все продолжают свою жизнь великолепную, потому что основа стояла профессионально, высоко, профессионально талант. И эти музеи действуют, работают, как и сам художник, и они действуют действительно на формирование нового человека. А вот говоря далее, судьба такова, что художнику становится тесно в рамках одного направления. Он становится членом Союза художников, членом Союза дизайнеров. И проявил себя в этой области, как говорит, слово глупой области, но тем не менее, это такая есть сфера деятельности, где нужно проявить особый талант. И, надо сказать, отдать ему должное, он не стал раскрасываться, как художник. Избрал узкий, будем говорить, для себя коридор, он достаточно просторный для восприятия мира. И он это коридор назвал своей творческой площадкой. Это деревня его собственная. В этих работах выражена и ранняя его уже
мороз, холод, тепло дома, деревья. Все это мир его отечества, мир его детей. Естественно, и для нас это мир огромный. Он действительно, как художник, прошел от и до. Это любовь, это признание любви своей Родины. Это большая Родина. Это для нас очень важно понять. Тогда, когда мы действительно пытаемся выйти за пределы своего дома и забыть родное значение. Поэтому в этих работах есть то качество, которое бывает действительно художником, который изучает, познает мир, исследователь. И в этом его судьба. И это судьба художника на наших стенах сегодня у нас вместе с вами. Я горжусь Риналием Юрием Ивановичем и его сыном, семьей, который действительно работает на линии творчества, на поприще современного искусства, на том понимании, как становится новая государственная система. Спасибо, дорогой, за все прекрасное, которое предоставили нашей жизни. Спасибо, Владимир Федорович. Величие художника мне регалирует его, мне то, какие монографии ходят в его произведения, наверное, величие немножечко в его трудах. И вот когда я ходил каждый раз по его экспозиции, мне всегда в голову приходила такая интересная, может даже тревожная мысль. Выставка называется «Асла Елы». То есть это по названию его деревни. Даже деревня у него в переводе с чувашского великая деревня. Асла Елы. Мон Елы. То есть великая деревня. Вот это величие, ощущение пространства и времени Юрий Иванович очень глубоко, очень величаво содержится внутри. И он это величие раскрывает в своих произведениях. Я, не будучи искусствоведом, конечно, много и пространно могу говорить о его творчестве, но все-таки мне хочется предоставить слово специалистам. Я хочу предоставить слово заслуженному деятелю искусств Чувашской Республики, кандидату искусствоведения Антонине Ильиничне Мартыновой. Пожалуйста. Добрый вечер. Рада видеть столько гостей на выставке Юрия Ивановича и Сергея Юрьевича. Действительно, два человека очень творческих, сделавших уже очень много. И мне уже приходилось писать о творчестве Юрия Ивановича, собственно, о живописи. Конечно, в первую очередь хочется сказать о многообразии таланта этого человека, потому что целый мир – это его дизайнерские работы, когда он создает экспозиции больших и самых главных наших музеев. Это и краеведческий ныне национальный музей, музей космонавтики, и другие музеи. Вообще-то появилось в свое время два имени в чувашском искусстве. Это Юрий Ювеналев и Ильич Матросов. Они поначалу звучали вместе работали, создавали эти музеи. Это было интересно. И, в принципе, это было такое новое искусство, когда на профессиональном уровне, когда профессионалы брались за экспозиции музейные. И я думаю, что здесь они первооткрыватели и, наверное, остаются до сих пор самыми крупными именами в этой области. Хочется сказать, конечно, в первую очередь о широте души Юрия Ивановича, потому что он не такой же гладкий человек, и не такой же он
спокойный, а человек компульсивный, яркий, как многие таланты, проявляет себя иногда очень ярко, и это всегда, наверное, в то время, когда создаются очень важные дела. Хочу вспомнить историю с Сагеевым Владимиром Ивановичем, когда он заболел, и дела его были очень серьезные. И уважая этого художника большого, и любя его как человека, Юрий Геннадьевич всем сердцем просто, наверное, болея за него, он стал устраивать его судьбу, думал о его здоровье, и поэтому, конечно, это было, во всяком случае, нам со стороны, это казалось самым высоким проявлением его человеческих качеств, за что мы его, конечно, очень уважаем. Я не буду говорить о выставочных работах, мне, конечно, больше говорить хочется о живописи, потому как он появился очень интересным живописцем, и тема его ограничена размерами, просторами одного села Асны-Ялу. Но, вы знаете, он нашел поначалу какой-то очень интересный путь, когда от всех его картин, от всей его живописи веяло какой-то стариной и древностью. Это были темные по колориту, такие сгущенные по колориту пейзажи, действительно напоминающие о какой-то старине, о какой-то забытости. И путь его как живописца был очень интересен. Потом он вдруг увлекся светом и яркими красками. Краски стали очень открытыми и даже очень красивыми. И это был путь поиска, конечно, потому что не все устраивало лично меня, как искусствоведа и других. Вот это его какая-то напряженная цветистость, что ли. И теперь я вижу другого художника, уже зрелого художника. И путь его живописца, он очень интересен. Это путь художника, размышляющего и глубоко чувствующего. Много пейзажей написано нашими художниками. Но возле пейзажей Юрия Геннадьевича останавливаешься именно потому, что они написаны сердцем. Он пишет то, что знает, то, что любит, в чем он живет, что его окружает. Это самое важное. Это не декоративные пейзажи. И теперь я уже любуюсь этими зелеными, с отблесками вечерней зари. И снег становится гораздо более интересным тоже, вот вечерние отблески. То есть он приходит к какому-то очень серьезному уровню. И я думаю, что будут пейзажи в дальнейшем, хочется их уже и в размере увеличить. И я думаю, пейзажи его, каждый пейзаж в будущем, он написал 1000, мне кажется, пейзажей. И теперь, мне кажется, их будет меньше, но каждый пейзаж будет такой картиной, которая останется в истории живописи. Во всяком случае, я вижу это направление, этот путь, и я верю в Юрия Геннадьевича как живописца. И меня радуют его пейзажи всегда. И, конечно, мне еще хочется сказать о Сергее Геннадьевиче, с которым я тоже работала довольно близко. Он как дизайнер оформлял мои книги, и я думаю, что это очень хорошо. Удивительна реакция самого юбиляра. Все выступающие так эмоционально очень раскрывают его как художника, как человека. И молчит. Ну, удивительный человек Юрий Геннадьевич. Вот у меня есть друг, он говорит, вам деревенским хорошо? Вы, говорит, воспитаны в деревне, там, говорит, нашкодничать невозможно. Это в городе, говорит, можно. Нахулиганил, и никто об этом не знает. Спасибо за предоставленную возможность. Хизе приедешсем, туватсем, выручитсем, баян бере Павлах Юрий Геннадьевич, Питер Комолла, Ховна Курмашкан, Пре Чензен Саундумар, Тепле Кильзень, Курзан, Питер Комолагаяган, выставка.
Конечно же, нам доставляет огромное удовольствие быть на таком замечательном событии, на таком форуме, на такой выставке. Здесь, конечно же, профессионалы выразили свои чувства. Но я солдат, слов любви не знаю, но у меня есть чувства. Что я этим хотел бы сказать? Вот посмотрите, сейчас так долго эта зима шла, что и весна еще и не весной, но сегодня уже хороший день. Но обратите внимание вот на эту картину, где деревья, небольшое озеро. В долгие зимние вечера, наверное, придя и усевшись возле камина, возле этой картины, непосредственно задумаешься. Ну надо же, глаза отдыхают. Разум успокаивается. А вообразите себе, вот здесь картина, зимний такой пейзаж и дерево, жаркое лето. 2010 год, помните? Вообразите, представьте только, когда войдете в комнату, и здесь картина висит. Совсем другие чувства. Я, наверное, многое сейчас не хотел бы об этом говорить, но если бы психологи посмотрели на эти картины, они бы сказали, это настоящая рефлексопсихология. Потому что вот там есть картина, где дорога идет, и зеленая трава. После вот этой каменной джунглей города Чебоксар, асфальтной жизни, так и хочется сбежать на эту деревенскую тропу и просто пройтись. И совершенно другие ощущения. Поэтому, Юрий Леонидович, спасибо вам за такое великолепное творчество, за те работы, которыми восхищаются банкиры. Их покупают, востребованы эти картины. Их покупают земляки, их покупают москвичи, их заказывают за рубежом, и это достойно внимания. И, конечно же, мы здесь земляки. Сегодня, и сейчас я хотел бы, чтобы наш молодой художник, который тоже из Канашского района, Иван Васильевич Александров, сейчас давайте предоставим. Да, долгие годы, конечно же, проживал за пределами города Чебоксар, но вот зов сердца, зов Родины потянул его. Мне вдвойне приятно высказать свои чувства от союза художников Чувашии и, с другой стороны, как земляка с одного района. Это действительно приятно осознавать, что в нашем районе есть такие хорошие художники, достойные художники, поэты, музыканты, талантливых людей вообще очень много. Просто глядя на эти работы, мне хочется добавить по отношению вот автора той как раз народности, по происхождению. Вот, наверное, нехорошо, то есть неправильно сравнивать художников. Вот еще один земляк у нас действительно высокий мастер, это Битов, тоже с Канашского района. Вот что их, с чем можно сравнить, с тем, что вот та местность, где вот они родились, видимо, родили таких художников. То есть в отношении вот к родному краю, вот это очень ценно для художника. В этом месте они родились, они выросли. И вот впитывая вот эту окружающую среду, художник, одаренный талантом, то есть он, пропитывая вот окружение, вырастает в таких высоких известных художников, талантливых художников. Наверное, это действительно, ощущая вот
как меняется природа, как создаются, то есть происходят перемены, то есть проходят года, время, то есть деревья умирают, новые появляются, ручьи, люстры меняют. То есть это вот с глубины души происходит. И, наверное, это влияние еще от предков, мне кажется, идет от нашей национальной культуры, древней культуры, языческой культуры. Мы тесно связаны с этой нашей традицией, с нашим бытом. И мне кажется, вот это как раз это отношение нам помогает относиться к природе с такой любовью. И мне кажется, в этих работах это очень хорошо отражено. И вот с этими словами я хочу поприветствовать художника, конечно, это действительно талантливый художник. Приятно, что в наших краях есть такие мастера. Спасибо большое. Лидия Шарине, мастер слова, поэтесса. Үргаш кулдары күрмейді, күлдаваян видел майын бұғынны бір-бірігін айтыпсы саламлама, бірлеврение, бірдасраврение, күлдарсем, бірлі вылязаюсне, күлдарсем, ачасем, туансем, туссем, бәдем күлда творчество, интеллигенция, бұғыннавая, шак дерек амылы, юрына саламлама кейне, Ebe şakla buharda bilgilerden bu. Ebe yalanlar siriyecen yurattı. Mandirik sirek var acaba masaya galaskeli. Сейчас я за пизежрей вместе. Потепляла, кажарис мана. Сирензен кирхибе юзерленев. Пирвайли юрадуман кунда. Еб зембатне кайсасын. Яланах мана лидывала юречнешик зембатне. Ладаши креста женев на каждый день когда будет. Лидывала кофе забирать, юрмана картины зембатне. И парута. Педем чун бабу янланса, педем шинельзе, педем хаваланса давладым. Таварсана Юрий Иванович. Перенял Жанбек, инженер художник полностью, и пиде самудар, Таварсана. Тогда-то май самудар мне как цветок. Вырод Чамрала, Пуш Сабрачина. Тинчере, пойдем. Тинчере, Чивайла, где-то Садрага, Туим Зенчень и Кевезем. При Юраду, Теври Хорау. Вот миром правят два чувства, любовь и страх. Мы страх отбрасываем, нам страх не нужен. А вот что творит любовь, вы сегодня увидите. Это все плоды любви к другому человеку. Там каждый штрих, каждое дерево, каждый сарайчик, все это пропущено, улица, тропы, дома, деревья, птицы, гнезда. Это вот плоды любви к родному краю. Плоды любви к родному краю. Краска для всех есть, краска для всех одинакового цвета. А вот получается у него по-другому совершенно. Вот, Юра, sana Rıza, Ziblize, Хаван Ялзинчен прогуляет. Пусть мне душа краще, пусть не узнаем разы. Яланах чуна дальше, ой, вляна выранзе, твоя яла, сауна стояла, и земана кажерса, и земана войбарса. Еще надо заметить, что Юра у нас пользуется большим уважением, любовью в районе. Ну, вроде мои книги, экспозиции, все это есть. Но тут у нас еще достойное место он занял на целом.
Канашское землячество очень в полном составе представило свои поздравления. Вот даже сейчас, не знаю, я вот немножко разделялся по сценарию, нужно передать слово представителю другого землячества, но вот надо сделать как-то паузу. И я так думаю, что надо сейчас предоставить слово обладателю ключевой фразы. Естественно, наш друг, заслуженный художник Чувашской республики Ильин Александр Владимирович. Пожалуйста. Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуй, мастер, брат. Знаете, вот я пока сидел, к какому выводу пришел? А ведь Юрий Юнальевич самый смотрибельный художник в нашей республике. И это легко подсчитывается. Возьмите Национальный музей, в который каждый день приходит огромное количество людей и видит то, что он создал. Музей космонавтов есть работа, картина называется «Апрель». Хотя он в марте родился, и мартовские. Они просто гениальные. Там есть воздух, там есть влажность, там есть температура, там есть дыхание. И, видимо, вот с рождением мать передает такие силы художнику, что ему именно это и удается. А уважаю я его, знаете, за что? Художников-то много. А люблю и уважаю его за то, что это человек с хребтом. Таким людям не всегда сладко живется, потому что он не прогибается. Он живет только так, как может жить, по-другому нельзя. И в этом плане у нас немного общего. Шишки мы получаем. Прошедший в Порецком был поднят на такую планку, что остальным районам вряд ли большинству дотянуться хотя бы до этого уровня. То есть вот эта творческая жилка от отца к сыну, хотя ипостаси разные, но вкус, он и есть вкус во всем. Поэтому я поздравляю не только его с этой выставкой удивительной, но и всю его семью с тем, что он живет, радует людей, надеюсь, сам радуется. И, возможно, меня скоро догонит, я все-таки 4 дед. Работать надо. И эта выставка, это старт следующие 70 лет. Юр, я тебя поздравляю, люблю и надеюсь на новые наши проекты совместные. Картина «Дедушкины объятия». И Александр Владимирович раскрыл секрет, почему у него в картине такие хорошие температурно-влажностный режим соблюдается. Оказывается, потому что он музейные проекты делает. Вот. А если так серьезно, то произведения Юрия Ивановича они заслуживают действительно высокого поэтического слога. Я сейчас хочу предоставить слово члену красноармейского землячества, народному поэту Чувашии Юрию Семендеру. Когда Юрий Иванович настоял, я редче чурал. Настоял, и нале баян бабамте, бешаны görçük sevmişine. Yüksek şarkıcılar, zaten kadar çıkarıcı, yalnızca kuşincan canlar, aslında cezagaski etmanın bayanı. Ödem temşiyle şartları astar kurumsalarından aslı yalnızca cezagaski. Bizim şunu cesemizde şuradalar aşı, umuşi, zemçiye, işi zemçiyle şuradalar aşı.
Шыбыршешіне барсаға әскелетті, шизебі әскелет мүндудіне, мүндуді қаладіне. Умышизіне татса ескелет. Ақамлелі шарасы көшкерден бірінші шандалыға Юрий Иванович Аланшы, Юрий Иванович шәреліхлі ұрасы бұларшы. Жарымлек бұлғыртшы біректі шыбырасынан безгі жеңізен қалашы. Юрий Иванович міндір мүншіндесін зерен ялыр, Красноярский район кереген. Шубуш прогасси зембе, алман зембе, уби зембеле юмажарлара. Шағын дешін зем бурдесана ұрылып сұнашы, бурдесі ғыл сұнашы. Сан ұсталық лашинчи жекеде курманызы бұрнай кірсе жүреген земендер, көйтсі бейсені зана балайлашын. Южнан жимілді Юрий Иванович. Южнан, аппатыға кетенді қашын. Öpsün binede bulana buldum, ancak burada manın bir de hizemleştirişim rayısı satıyorlar. Ona sabırlasasın dayarak bunu bölüşüldü. Seminer tutaya, bir de bulacağım tam kurtulur. Zaten bunu şu buldur, şurada buldur, şurada buldur. Şahırda sanar geçende an buyur oldu. Юрий Семенович, смахите деньги на нас. Это ваш интерес. Бүгін қабадым сен бұнда терексек, сисреш, бидер құрап шезем меге, нигама қаламан болғанда, ебі Юрий Ювеналев ұнын өвелешінше сылы, шилмазы, келме, ұлдараймас кезіп құтланы жүресемендер. Юрий Ювеналев ебі шүр әміне яқынақ біледім. Ебіна юбканезер аламада ұлдарадым. Мөлшіндесен, пилін пидін ұмай, бірні хет ұсен, пилін бір хрысына ұғылдағыр, иксім өрен, шағын бекек, бір-бірге уян сенче, шуралы күн сенче, салымлақ бар, кенегезем бар дедекпен, бұл мана бады картины бар дедекен, шұлдырғаны, мінжіклік уянлық, чунеге беге уяну. Баян илкинешілді сылы. Aslıya üniversite. Юрий Бешерге Ювеналев университете. Аслыранда Аслыял. Аслы сорышы зем бұлдыра. Үнер урлы Аслыял. Аслыланде Русь, Россия, Таран. Аслыял шуратна юрына. Чывашсен матур университет. Чабекайры педем даврана, уйдарза чываштық тенчине. Шакялда быйыльне ун ати, пулдарулы өвелешерге, илебе урат чывашкатчи, ашвек тыдать ширіп ерге. Ювеналевсен пырзасына, чырлет шенхемлен Аслыял. Аслыял жут не дайзасына, университетіне керет Байғал. Аслыял келелі шудырақ, Ювеналевсен ялагимзей. Аслыял жылышывен тутлырақ, Ювеналевсен осайынзей. Ювеналевсен будхемлетсе, Аслыялын аслығыватне, кеппехне усраще, кемлетсе, кенжеге зарса сынсыватне. Пин-бензин курать Аслыяла, Ювеналевсен ішне бұқса, чүнжеде заван-таван яла, үгереші бірлен ондықса, чырие бір лыстыр өмразен, бұрынашы шенген біржинте, челдірзе янрашы тымразен, Уравришин зенчеризенте, ектораду тілінзе ғытса, Аслыял қойдыткіне иле. Аллыма худ карандаш кытса, шакяла кайса урнас келе. Аслыял, тадақта Аслылан, Африка, Америкаларан, Аслылан да Аслы-саслылан,
чуваша паран. Арнейзе кетем, хамын сонды кургазине, шакургазине, ювенайлығы, матур монгизине, асты яным, асты жол өтінде шишме бар нейлетем. Оказывается, Юрий Иванович действительно состоятельный человек. Вот есть такое слово «богатый». Богатый, само собой, не столько произведение, но он состоятельный человек, потому что его состояние – это его достояние. Ведь редко какому человеку удается получить поздравления от одноклассников 70-летней люди. А вот сюда приехали его одноклассники, и сейчас им слово. Что про него надо сказать? Удивительным учеником. У него все получалось, и учеба, и работа, и отношения со всеми. Конце наложил в сумах, тут всякого мальчика в сумах, извините, сразу у нас там медлительные а так что Теперь Цивильский район Инджи, Медигашинский средней школы на Педерне. К сожалению, наверное, выросла Чувашна. В общем, выросла, может, Чувашна не выпорвана. Закончили в 1965 году Медигашинской средней школы Цивильского района, а гимназию рядом директор нашу школу. Так, что я хочу сказать? Талантливый, гениальный человек, он есть и гениальный, талантливый. Почему? Говорю, когда учились, я лично все задачи по алгебре и тому прочее сдавал его. Из всех пацанов он единственный мог решать все задачи по математике. Немецкий язык ему учительница дополнительные задания давала. Он без словаря просто посмотрел, как вход переходил. Это, чтобы вы знали, какой вот он талантливый и есть. В 1965 же году поступили на художественный графический факультет вместе учились. И лет 5 лет проучились. И самое главное, что я хочу сказать, я хочу поблагодарить всех педагогов, которых уже большинство нету живых. Один из них передо мной сидит Ревель Федорович. Так вот, в 1970 году они все эти педагоги, перечислять всех не буду, в том числе это Овчинник, Макаров, Авраменко, Головатые были, ну много. Такой гениальный выпуск дали, что из этого выпуска, насколько я знаю, 5 заслуженных и народных художников. Вот я вижу Кумбирова, Колю, так, Клим Владимиров,
Матросов Юра и наш юбиляр. Это уже говорит о том, что целая плеяда гениальных педагогов было в то время. И думаю, и сейчас такой же коллектив педагогов. Спасибо. Я даже удивляюсь, как это можно так передавать. Воздух, свет, цвет. Дорогие друзья, открою маленький секрет. Вот тут вышли одноклассники, хвалили его немецкого словаря, математику, алгебру выучил. А вы знаете, почему его в комсомольскую организацию не приняли? Потому что он стрельнул Пугачем около кабинета директора. Вот. Открывай секреты. То есть он был небольшим хулиганом. А ведь на самом-то деле Эйнштейн тройки имел по физике. Ведь на самом деле гениальность – это вещь непредсказуемая. Ее нельзя измерить. И, как правило, история показывает, что, в общем-то, люди талантливые, они далеки от канонов дисциплины. Так вот, Юрий Иванович тоже был хулиганистом мальчиком, хотя очень талантливый. И вот с огромным удовольствием я сейчас хочу предоставить слово заслуженному художнику Чувашской республики, художнику, мыслителю, коллекционеру, книгопечатнику, философу, гражданину, патриоту, Юрию Ювенальевичу. Если бы не организовали эту выставку, я бы о себе столько хороших слов не слышал. Я с восхищением, с удивлением узнал, что я страшно гениальный человек. Поэтому не знаю даже, все сказали. Но я очень благодарю всех собравшихся, моих друзей, знакомых, потому что кто сюда пришел, эти посетители, мои товарищи меня уважают, любят. Очень большое спасибо. А мои работы, кто как их воспринимает. Вот. А что мы работаем над музеями и книги издаем о прошлом нашего народа, Суваро-Дугурская культура, это уже перешагнуло наши частные интересы. Уже в Чувашском книжном издательстве несколько книг будут выпускать. Поэтому работа наша продолжится. Мне дедушка говорил, до 70 лет прожить трудно, потом очень легко. Он прожил 93 года, так что я думаю, впереди еще есть громадное количество времени. Не будем время даром терять, будем работать. Спасибо большое. Вот на этом. А тут архитекторы, мои друзья, я 2 года, чтобы усовершенствовать свои знания, работал в разном крае, это мои друзья. Уважаемые гости, я представляю Союз архитекторов Чувашии. Владимир Николаевич, мы действительно какое-то время работал в нашем институте. До сих пор его наверное, долго спорт, потому что как талантливый человек, его талант многогранен, обладатель своеобразного юмора, прямо на гитаре, пел песни. Я хочу сказать, что его фразы, которые становились главными, до сих пор вспоминают многие архитекторы. Например, так же нельзя, я же деньги платил. Кроме этого, конечно, архитектор всегда связан творчество. Какой-то период Юрий Ильич занимался дизайном и выполнил большое количество интерьеров музеев.
Уважаемый Юрий Геннадьевич, благодарим вас за длительное сотрудничество, мастерство и высокий профессионализм. Желаю вам новых творческих замыслов, достижений, удобных перемен, радостных встреч, счастливых событий, интересных начинаний и талантливых людей. Поздравляю вас с юбилеем. Председатель управления Центра архитектуры Чувашии Владимир Николаевич Лунин. Вот, спасибо архитектурной галерее города Чебоксары. На моих глазах вот, город Чебоксары из захудалой деревни, благодаря вот, вашим архитекторам, превратился в цветущий город. Не раз занимал первое место в центре России. Спасибо большое. Юрий Бронисин, хронический художник и поэт. Юрий Ювенальевич. Зазеленело пробуждение, зажглись все радуги дерев. Спасибо, друг, за вдохновение, за окрыливший дух напев. Хоть говорят, что жизнь не вечна, пробились до людей холсты. Восторг несется нам навстречу, и подарил его нам ты. Опять сияние зажигая, про зиму, лето и весну, поэмы духа ты слагаешь, безличие вспышкой обманув, и пусть в веках трепещет долго любовь разлуженной земле. Ты сын Чувашии, сказкой доброй, для нас души. Что ж, дорогие друзья, на этой еще один поэт. Прошу вас. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хотел сказать, что Юру я знаю, значит, примерно как чуть меньше 40 лет, с 80-го года. Мы поселились в одном доме, и после этого наша творческая дружба как-то продолжалась, потому что мне всегда нравились картины. Я всегда прихожу, но нахожу время. Знаю, что люди, вот, Федорович здесь вот всегда меня встречает. Вот. И когда вот мы с ним встретились, оказалось, что кроме, значит, изобразительного искусства, нас еще вместе с ним интересует поэзия, литература. И когда я сначала просто писал свои книжки, а потом, когда издал свою первую книжку в 2000 году, естественно, я пришел, он ко мне на работу пришел, в университет, пили чай, кофе, разговаривали, я ему подарил, потом впоследствии была вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, да, все это вот так вот. То я в его мастерскую приходил сюда, то он, значит, как-то вот наша такая творческая дружба продолжалась. А потом выяснилось, что, значит, мы вместе увлекаемся дисками, гитарой, музыкой, все это, все вот эти вот три основные дороги, которые сошлись вот в этом перекрестке, и они нас в итоге свели. Но я не буду задерживать долго всех, он предыдущий архитектор рассказал, что человек очень многогранный, а моя четвертая точка многогранный человек, у тебя есть, так? Поэтому сегодня я ждал такого подходящего момента, чтобы повторить тебе свою новую седьмую книжку, да, вот она называется «Паруса души», фотографии, и все. И, дорогой товарищ, мой давний, хочу тебя поздравить, обнять и подарить тебе новую книжку. И пожелать всем успехов. Нравится не только мне, но и жена. И хотел бы сказать, что чем еще? Можно сказать, что нравится, что ему очень теплый, ему очень хорошо в этих картинах просматривается неповторимая, так сказать, самобытность нашего любимого края, нашей Чувашии. Что и он, и я очень люблю. Спасибо, Юра, за твои картины. Хочется сказать фразу, которую мы говорили в Чувашском проекте. Ну как же так можно? Я же деньги платил. Дамы и господа, фуршетный стол всех ждем. На этом официальная церемония открытия персональной выставки. За что же я художник Чувашской республики.
Юрия Ильича завершена. Фотография на память.